Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем важном вам необходимо узнать прямо сейчас, когда вы открыли это видео. Какую важную информацию раскроет для вас песок. Подсказки, советы, предостережения. Загадайте на себя, и пусть важное и нужное вам откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какое пламя горит. Пламя горит. Важное, судьбоносное событие. Вы очень близко к нему подошли. Здесь как будто бы какой-то счастливый выбор. Вы будете делать счастливый выбор. Выбор, который счастье принесет. Знаете, как переломный момент в жизни. Ярким пламенем горит ваше будущее. И вы его выбираете. Вы уже рядом с этим будущим. Сейчас вам как-то тяжело. Я вижу, у вас какое-то болезненное состояние. У кого-то тело болит, а у кого-то сердце разорвано, душа болит, плачет. Но вы буквально уже на пороге стоите этого выбора, счастливого выбора, ну и счастливой перемены в своей жизни. Знаете, как какой-то главный злодей, кто причинил вам боль, либо чья злая воля довела вас до такого состояния, этот главный злодей вот как по голове получил, больше не может, не будет, не сможет вам мешать. И поэтому вы к своему счастью приближаетесь. В чем ваше счастье, я не могу сказать. Вы все разные. У кого-то счастье в любви, у кого-то счастье в деньгах, у кого-то в крепком здоровье, в перемене места жительства. Но буквально вот на пороге стоите. Тут вот пару дней, либо пару недель, может быть, да, от силы пару месяцев. И вы в это пламя войдете. Через пламя вы очиститесь, счастливый выбор, счастливую жизнь вам подарит. Да, вы будете выбирать, но вы будете выбирать со спокойным сердцем, потому что вы знаете, чего вы хотите. Вы больше не будете приносить себя в жертву. Вы больше не будете жертвовать своими интересами в угоду кому-то, либо из-за страха кого-то. Нет, теперь вы точно выберете себя и свое счастливое будущее. Четко показали. Дальше. Овечка скинет шкуру. И это уже происходит. Уже можно рассмотреть длинный хвост, мощные лапы и даже острые зубы. В вашем окружении есть человек, как волк в овечьей шкуре. И вы почему-то стараетесь этого не замечать. Либо вас кто-то убеждает, что нет, тебе показалось. Это всего лишь маленькая несчастная такая бедная овечка. А сердце, например, либо интуиция подсказывает, что это ужасный серый волк, который так сильно замаскировался. Мои хорошие, проявите бдительность, не подпускайте близко к себе людей, не делитесь своими секретами и не станьте жертвой вот именно серого волка. Через жалость будет действовать человек, через какую-то мнимую беззащитность. И человек пытается действительно вот от вас что-то откусить. По крайней мере, попытается. Чем дальше вы от этого человека, чем меньше вы к себе подпускаете, тем сложнее этому волку будет это сделать. Аккуратнее надо быть. Волк в овечьей шкуре. И даже видно, что волк. Вот если присмотреться, то видно. Но вас либо кто-то убеждает, либо вы сами себя убеждаете, что нет, это не так, это бедная несчастная овечка. Вот мне идет, что вы этого человека жалеете, либо как-то снисходительно, с жалостью относитесь. И на самом деле, опять же, кого вы жалеете? Волка, что ли? Волка жалеть не надо. Не надо, и все. Так, род. Кого-то род зовет, призывает. Мои хорошие, я задам вам вопрос. Ответьте сами для себя. Вот если вам снятся медведи, неважно, это серый, бурый, гризли,
какой-нибудь там шатун, да, неважно, какой медведь, какой породы, да, какого вида. Вот если вам снятся медведи, либо начнут сниться медведи, вас род зовет. У вас, вернее, да, есть родовая сила, которой пришло время пробудиться. Пробудиться. У всех разная сила. У кого-то это яснознание, ясновидение, у кого-то целительские способности, у кого-то магические способности. Ну вот род зовет, призывает. Медведь – это именно хранитель рода. Обычно это не медведь, а медведица, потому что медведица приводит потомство, она его воспитывает, она его защищает. Да? Вот мне идет, что через сны вас род зовет. Кому-то уже медведи снятся, а кому-то вот-вот начнут сниться, вас род позовет. Не бойтесь, ничего плохого с вами не случится, просто пришло время принять то, для чего вы рождены. Не переживайте, что вы ничего про это не знаете. Не переживайте, что у вас там нет наставника, учителя. Ваш род об этом позаботится. И еще, я вижу, что кто-то из вас прям с головой ушел в какие-то проблемы, в борьбу с какими-то людьми. Но ваш род говорит, что оставь это нам. Живи свою жизнь, занимайся собой. Бери свой дар, а врагов, либо какие-то проблемы оставь на нас. Мы с этим разберемся, мы возьмем на себя. Вот так вам говорят. Потому что у кого-то такая отыграется, у вас голова в проблемах, да, вот проблемами забита. Из-за этого сложно принять дар. Сложно. Этот дар, он через несколько поколений приходит. Через несколько, то есть тех людей, которые были носителями дара, их уже давно нет. И вас очень долго ждали, пока вы появитесь. Еще ждали, пока вы на ноги встанете, пока дойдете до нужной кондиции. Вот дар кому-то идет. Дар. Дальше, мои хорошие. Человек с усами. Хитрит. Этот человек хитрит. У этого человека двойное дно. И этот человек себе на уме. Подстраховывайтесь, перепроверяйте. Здесь вот важно вам иметь какие-то гарантии. Этот человек не глупый. Если у вас будут гарантии на руках, обмануть вас не сможет. Ну что такое гарантии? Документы, справки, расписки, какие-то вот подписанные обязательства. Да? Это ваши гарантии. Человек с усами, мужчина, скорее всего, хотя, может, и женщина. Да? Некоторые женщины, у них тоже есть мустаж. Опять же, это могут быть генетические заболевания, это могут быть проблемы эндокринного характера, гормонального характера. Ну, не суть, не суть. Усы, которые вот видны на лице. Хитрит человек сам себе на уме. Двойное дно. Пусть у вас будут гарантии. И не стесняйтесь. Так и просите. Если человек говорит, вот честное слово, вы говорите, не надо честное слово. Ты мне вот на бумажечке подпись поставь при свидетелях. Вот и честного слова не надо. Да? Вот так я буду верить. Вот. Поаккуратнее будьте. Поаккуратнее, да. Чтобы потом не жалеть, чтобы потом не искать управу на этого человека. Надо гарантии иметь. Если будут гарантии, еще раз говорю, человек умный, человек хитрый и не пойдет на подлог и обман, придется исполнять. А вот если никаких гарантий нет, человек так скажет, что я тебя не знаю, все, мы не знакомы. Будьте поаккуратнее. Дальше. У вас в семье кто-то болеет. И болеет, я так понимаю, либо сильно, либо давно, а может и давно и сильно. Кто-то выкачивает жизненные силы из этого человека. Там 100% крадник. Крадник на человеке стоит. Вот здесь нужна помощь, нужен молитвенный щит. Самый лучший молитвенный щит – это 40 уст. Но здесь именно нужно пойти и заказать, в храме, например, заказать, либо самому, да, 40 дней подряд читать, вычитывать, молиться за больного человека. Это поможет, это сломает крадник. И мало того, высшие силы ведь спросят с того, кто тянул жизнь с человека. Если вы придерживаетесь другой религии, другой конфессии, вы лучше сходите к своему духовнику, проповеднику
и спросите, вот что есть наподобие, вам скажут, там, какую суру читать, либо какую-то, может, другую молитву читать. Я просто сама христианка, и я вам говорю то, что знаю, точно знаю. И то, что здесь показано. Здесь нужно молиться. И молитвенный щит. Молитвенный щит человека закроет, человек поправится, человек выздоровеет. Еще будет, знаете, как бегать, танцевать, плясать. И любому самому молодому фору даст. Ну, такой прям сильный знак показан. Крадник, стоит крадник, и жизненные силы утекают. Недорогие лекарства, недорогое лечение, ничего не помогает, потому что крадник стоит. Молитвенный щит нужен. Молитвенный, да. Самому человеку не нужно за себя молиться, потому что крадник стоит. Если человек сам за себя молится, то это будет уходить тому, кто крадник поставил. А вот если вы помолитесь, если вы закажете вот эту 40-дневную читку в храме, может, даже не в одном храме, вот это поможет, действительно поможет. Дальше, мои хорошие. Буква Т. Человек на букву Т. Почему-то мне Татьяна идет. Даже не мужское имя, а именно женское, именно Татьяна. Берегитесь. Берегитесь. Что-то на уме такое страшное, такое подлое. Я, конечно, закрою, но выглядит очень опасно. Тут либо глупость в квадрат возведенная, либо это действительно какой-то такой жуткий замысел, и человек попытается его реализовать. Держитесь дальше от Татьян. Если вас зовут Татьяна, это не про вас, это именно про человека, с которым вы общаетесь, в вашем кругу находится, либо с кем вы можете встретиться, да, и человек может попробовать навредить. Именно на букву Т, и почему-то вот мне четко идет Татьяна. Не Таня, не Танюша, а именно Татьяна. Скорее всего, человек так себя называет. Либо вам представится как Татьяна, вот именно так скажет. Дальше. Вы чего-то хотите, но у вас не получается, наверное, либо это сложно реализовать. Знаете, как песок показал? Не сейчас, но где-то к середине года, этого года, середина, если будете смотреть позже, просто отсчитайте 6 месяцев. Вот тогда все шансы будут. Тогда что-то вот поменяется, реорганизация какая-то, как трансформация еще какая-то пройдет. И тогда у вас все шансы в руках. Очень легко можно будет получить, либо добиться того, чего желаете. Почему-то вот полгода мне идет. Середина года этого, либо полгода от момента, когда вы посмотрели. Да, ждать это, конечно, тяжело, я вас прекрасно понимаю. Но с другой стороны, само в руки придет. Это же лучше, чем сейчас вот бороться, сражаться и преодолевать. Еще неизвестно, с каким результатом. Ну а там стопроцентный результат показан. Все возможности в ваших руках. Там даже и особо делать ничего не надо. Так пальчиком поманите и получите. Надо дождаться. Просто дождаться. И еще, мои хорошие. Здесь вот мужчина какой-то на 2 стульях сидит. Но стулья шатаются. Ой, как шатаются. Возможно, речь идет о треугольнике, а возможно, о таком, знаете, дамском угоднике. Это может быть муж, который на 2 фронта работает. Жене одно говорит, матери другое. Ну, либо, да, действительно, мужчина, который сразу 2 женщинам голову морочит. Может, вы обе как с ним встречаетесь, общаетесь, и он себе лучший вариант подбирает. Под ним стулья шатаются. Очень больно упадет. Вот все его вот эти лукавые затеи, вся его эта хитрость против него обернется. И вы пошлете, и та другая женщина обозлится на него, тоже его пошлет. Ничего не получит. Ударится. Ударится. Да? Тут даже буквально вот высшие силы расшатывают эти стулья, но потому что человек действительно такой вот своим интересом живет, никого не любит, голову морочит, своим интересом живет. Либо очень выгодно устроился. Устроился так, что вот жене про маму плохой рассказывает, настраивает, да, жену против своей мамы, и маму против своей жены настраивает, и извлекает выгоду и оттуда, и оттуда. Вы узнаете, и все это против него обернется. Слишком хитро устроился. Дальше мне показывают мужчину.
имя ему победитель. Может, в прямом смысле слова его зовут Георгий, либо Виктор. Может, какое-то другое имя на другом языке. Но вот победу именно означает, да, потому что имя ему победитель. Мужчина, победа в руках. Все, что хотел, мечтал, получит. И даже больше. И даже больше. Почему-то мне показано, что его на руках будут носить. Какие-то особые почести, привилегии. Возможно, это вы, мужчина, меня смотрите, а возможно, это ваш мужчина, который сейчас чем-то таким вот прям страшным, серьезным, ответственным занимается. Имя мужчине победитель. Да, победу свою он получит. И какие-то еще почести, привилегии в дополнение идут. Не обязательно мужчина воюет, да, либо что-то еще. Может, мужчина какой-то сложный проект ведет. Да, вас назовут победитель. А если вас зовут Виктор, Георгий, либо ваше имя переводится как победитель, победа, то вы многого добьетесь. Почести, привилегии вам идут. Но тяжело, конечно. Тяжело, не сдавайтесь, все получится. Дальше. Здесь у меня семья, у которой все как будто бы рушится, отношения рушатся, постоянные ссоры, скандалы, ругань, брань, холод, мороз. И дома как-то все плохо. Знаете, вот как нет достатка почему-то мне идет, да? Может, у вас и ссоры из-за того, что денег не хватает. Денег не хватает. Если денег не хватает, то вы перетерпите. Да, перетерпите. Куда деваться? Деваться-то некуда. И я вижу, что деньги будут. Деньги будут, и помиритесь, и договоритесь, и заживете, и мечты исполните. Вот как все исправится. Почему-то мне еще идет, что вот какую-то пару семейную, хорошую такую пару сглазили. Вот кому-то ваше счастье в глаз червивый попало. И у вас и с деньгами плохо, и с друг другом плохо, и дети болеют, да, вот как-то прям как счастье забрали. Но это от сглаза, да. Вы, наверное, часто, либо вместе куда-то ходите, либо, может, вы соцсети ведете и выставляете фотографии. Вот почему-то мне идет какая-то красивая фотосессия, да, где вот люди в одинаковой одежде, либо просто счастливые стоят, вот прям светятся. Вот кто-то сглазил. Может, вы где-то были на каком-то мероприятии, вы были красивые, все вместе, счастливые, улыбались. Вот кто-то сглазить мог. Сглаз это не навсегда, да, он уходит. Просто нужно либо защиту ставить, либо поменьше постить фотографий счастливых. Понятно, что хочется, да, когда человек счастлив, хочется поделиться. Но вы поймите, что недобрые глаза могут увидеть такое счастье, и потом проблемы начинаются. Но у кого-то вот именно идет, что нет денег, и из-за этого ссоры в доме. Деньги придут, я вижу. Придут. Причем у вас подъем, он как в судьбе прописан, денежный подъем. То есть вам, скорее всего, нужно было пройти, может, это проверка, она как вшивость, да, проверка отношений. Вам нужно было прожить этот спад для того, чтобы уйти в подъем. Но вот так по судьбе расстановка была. И все наладится, все будет. Все будет. Просто старайтесь друг друга не сильно там задевать, обижать, потому что память потом не сотрешь. Сильно там обидные вещи друг другу не говорите. У вас все наладится, я это вижу. Вам ангелы это обещают. А так обязательно защищайте и себя, и любимого, и детей. Булавочки. Я уже 1000 раз говорила. Булавочка. Обычная булавочка. Самая лучшая защита. С обратной стороны одежды подкалываете. И пусть дурные глаза и дурные языки об вашу булавочку колятся. Если булавочка сама по себе расстегнулась, значит, взяла на себя негативный удар. Вы эту булавочку поблагодарите и куда-нибудь утилизируйте. И прицепите новую булавочку. Можно, знаете, такие вот прям маленькие есть булавочки, не опасные. Вот если вы боитесь деткам, да, вот крошечные совсем, прицепили булавку, все, и можно и одежду с булавкой стирать, ничего с ней не случится. Да,
Какую-то семью прям, знаете, испортили, либо семья испытания проходила, по судьбе испытания. Дальше какое-то место, буква В почему-то идет на это место. Либо В кириллица, либо Би латиница. Там у вас встреча состоится, которая меняет, буквально кардинально меняет вашу жизнь. С кем-то вот встретитесь, познакомитесь. Но тут по тройке это не любовная встреча, тут именно какое-то взаимодействие, общение, дружба, сотрудничество. И жизнь от этого момента ваша начнет меняться и выравниваться. Вот как будто бы все кривые у вас выровняются. То ли какого-то такого человека толкового встретите, познакомитесь, то ли человек такой мощный, да, вот в руках сила, власть, сконцентрировано много энергии, много возможностей. И да, этот человек ключевым станет для вашего будущего. На букву В название места, города, локации. Это если кириллица, а если латиница, то это Би. Дальше показывают момент, когда звезды, что-то со звездами происходит. Парад планет, затмение, солнечное, лунное, суперлуния, может быть. Какой-то такой момент вот со звездами, с планетами связан. И в этот день, когда будет происходить это явление, какая-то страшная тайна откроется. День потрясения показан. Смотрите, тайна вам откроется не для того, чтобы вам навредить, а для того, чтобы вам помочь и для того, чтобы вы могли что-то изменить, исправить. Когда открываются тайны, бывает очень неприятно, очень больно бывает. Но с другой стороны, это возможность изменить, поменять, переделать. Понимаете, вот как-то так мне идет. Вот ближайшее, просто посмотрите, я не астролог, у меня достаточно поверхностные знания в астрологии, достаточные для того, чтобы практиковать именно свою работу, но не могу себя назвать астрологом. Проверьте, какое у нас там следующее событие. По-моему, у нас какое-то затмение идет. И вот именно в этот день какая-то большая страшная тайна откроется. Будьте готовы к этому. Поверьте, это ваша возможность все изменить, все исправить. Либо какую-то ситуацию развернуть на благо себе. Добиться того, чтобы ситуация развернулась на благо вам. Вот мне еще идет, что когда тайна откроется, это какой-то уникальный прорывной момент для вас. И если вы не испугаетесь, если вы будете здраво мыслить, вы этой возможностью точно воспользуетесь. Да. Бояться не надо, сокрушаться не стоит. Нужно просто извлекать все, что можно извлечь, и на благо себе. Вот как-то так мне идет. Можно все исправить, все изменить, чего-то добиться. Вы знаете, что случилось, вы знаете всю правду. У вас ключи в руках, вы можете все. Дальше. Здесь показывают, как горы, как рушатся. Горы большие, высокие, какой-то горный хребет прям, да, это не одна проблема, это скопление проблем. Эти горы начинают рушиться, разрушаться, рассыпаться под давлением каких-то далеких событий, под давлением, да, не просто так, не само собой. Какие-то далекие события запускают разрушение вот этого горного хребта. Не могут устоять эти горы под давлением этих событий. И то событие, и другое где-то вот вдали от вас происходит. Но оба эти события на вас колоссально влияют. То, что казалось невозможным, непроходимым, недоступным, вот просто не подступишься, да, к этим горным вершинам, под давлением далеких событий начинает разрушаться. Вы очень счастливы будете. У вас прям такой блеск в глазах и перехватывает дыхание от восторга. Для вас это чудесное событие. Да, вы так и скажете: Боженька помог, чудо случилось. Смотрите, ни того, ни другого события никто не ждет. Это как-то резко ворвется. Понятно, что подготовиться к такому нельзя, но это будет происходить.
горы рухнут, падут, как будто бы и не было. Знаете, вот горный хребет, потом это такая ровная площадка. Все, иди. Иди, путь открыт. Путь открыт, никаких препятствий нет. Далекие события помогут. Что-то, что происходит очень далеко от вас. То, к чему вы не причастны, но оно происходит, и оно все меняет, перезапускает, либо настолько вот давление этих событий сильное, что разрушает даже проблемы. Дальше показывают коня. Конь с левой стороны. И мужчина. Знаете, вот как показали, конь стоит на дыбах, женщина этого коня как будто бы успокаивает, а мужчина почему-то под хвостом у этого коня. То ли женщина мужчине с работой поможет, то ли благодаря женщине мужчина сможет работу сохранить, получить, то ли у кого-то еще отыграется, что женщина вмешается в работу мужчины и вот, как знаете, поможет все исправить. Карьеру, например, сделать, да, не сидеть там рядовым сотрудником, а именно делать карьеру. Потому что сейчас мужчина под хвостом у коня находится. Но это самое, понимаете, не фартовое место, самое такое неудачное место, да, быть под хвостом. Надо быть на коне. Ну, либо хотя бы впереди коня, но никак не под хвостом. Но женщина, вмешательство женщины, помощь женщины решает этот вопрос. Так что, дорогие мужчины, у кого на работе проблемы, в бизнесе, на работе, послушайте свою женщину. Либо ждите женщину, которая все исправит и спасет. Ну, буквально вытащит вас, поможет вам выйти из-под хвоста и занять свое место. Если вы, женщина, переживаете по поводу карьеры, работы своего мужа, все в ваших руках, все от вас зависит. Проявите волю, проявите желание, не знаю, там договоритесь за него, потому что сам он не может, он в очень невыгодном положении находится. Вот, как туда он попал, я не знаю. Ну, как-то попал. Не ругайте его, потому что он ничего не решает. У него нет такой силы, как у вас. Вот и все. Так, с правой стороны вот показывают, что вы лучник, запускаете стрелу в небо. Куда стреляете, в кого стреляете, не могу сказать. Но вы стреляете, это важный момент. Вы на что-то решитесь. Вы что-то сделаете. С правой стороны вышел рисунок во благо вам. То есть сами себе на благо что-то делаете, на что-то решаетесь и что-то делаете. Вам будет нелегко, потому что у вас ноги в болоте стоят. Но вы это сделаете. Обязательно сделаете. Время придет, и вы сделаете. Дальше. Показывают человека, который сам от своего оружия ранение получит. У человека в руках такое длинное и острое копье. Какое-то неосторожное использование. Ну, либо доиграть. Может, этот человек вам чем-то угрожает, да, этим копьем пытается вас тыкать, угрожать вам. Но доиграется и сам же от своего копья пострадает. Как, знаете, копье его проткнет. Свое же копье проткнет. Может, человек такой, знаете, неудачник. Но, может быть, потому что высшие силы не хотят этого видеть, не разрешают такому быть. Вот тот, кто угрожает, либо кто против вас использует какое-то оружие, не обязательно в прямом смысле слова, да, вот что-то использует против вас, сам же от этого и пострадает. Ну, доиграется. Для вас это тоже будет как-то неожиданно, но приятно. Скажите, вот так вот, не рой другому яму, сам в нее попадешь. В венце показан знак примирения, воссоединения и принятия. То ли вы с кем-то воссоединитесь, то ли вы с кем-то помиритесь, то ли вас куда-то примут. Может, в какое-то общество людей, может быть, в какую-то фирму, организацию, куда-то вас могут принять. И
Еще так показано интересно, что вы от этого сияете. То есть для вас это прям такой вот счастливый случай, очень классный, счастливый момент в жизни. Да? Вот прям просияете в этот момент, когда помиритесь, когда вас примут, когда будет воссоединение. Да, просияете. Ради этого стоит жить. Ради этого стоит и просыпаться по утрам, и двигаться. Момент вашего сияния показан. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.